поедем отправимся на оленях утром ранним. Она заправился. Такс. Чё, кто тут держит? Или вот эта береза держит? Сейчас попробую, спилю я эту березу, может повернет. Потому что тоже все закрыто уже. Это старая гнилая береза, блин. Или же где-то еще. Вон там елка еще идет, но елка сломана. Это есть. И мы зависли. Ой. Повернет. Да, сейчас сломает. Короче, поворачивает. Вот и хорошо. Здесь потом проход будет летом. Я имею в виду осенью. Летом нам ни к чему ломает. Не уверен, что уплывет, но повернет, и то ладно. К берегу прибьет. Так, хорошо. Большая елка оттуда сюда пришла.
Трогать не стану. Вот эта береза держит. Вот это. Но если я это спилю, хана будет на этом повороте. Пусть тут стоит. Здесь глубина где-то метра 4, летом даже. 3 метра точно есть. Пусть он здесь и пока стоит. А на повороте там большой затор. Если это туда уплюет, все, пиздец на. Утки. Вот затор. Если елка поперек встанет, за лето столько мусора накопится тут. Дебильно. Здесь ничего невозможно сделать. Все оставим как есть. Блядь. Тут я бесчелен, я не знаю, что тут делать. Придется оставить. Осенью я не знаю даже, как подниматься через эти заторы. Эта вода на 3 раза меньше станет. Хрен пойми, это осенью увидим. Вот эта береза тоже под водой сейчас скоро уже появится. Тоже придется спилить. Где-то 70 сантиметров до березы осталось. На повороте будет вчерашняя береза. Интересно, сломалась, нет там? Жуткое место тут, вообще жесть. Крутит, вертит. Береза стоит. Почему он не сломалась, я не понимаю. Там застрянем. Тут опасно, хрен пойми, блядь. А, блядь. Вот не люблю я это место. И каждый год сюда валится и валится. Почему он не ломается? Что держит, интересно? Или этот еще держит? То спилено полностью. Или еще под водой один ствол. Возможно. Сучья, наверное, держат. Сейчас этот еще попробую спилить.
Почему он не уплывает? Не понимаю. Все-таки там, наверное, еще низом где-то один ствол, что ли. Или вот это еще под водой, наверное. Хотел эту спилить, а без толку, это бесполезно. Он не держит. Придется оставить, ребят. Вода упадет, они появятся из-под воды. Тогда уже разберемся. Сейчас под водой. Надо нижний ствол надо спилить. Вон. Этот-то уйдет. Вон те два ствола. Один на земле я вижу, а второй еще низом, еще внизу. Его вообще не видно. Вот тот. Не, это осенью, ребят, буду пилить. Я бы с радостью, но пилой и жизнью рисковать не стану. Можно там еще попробовать. Не хочу. Не буду. Если вдвоем один держал бы лодку. А так, одно неловкое движение. Тут дна нету, во-первых. Уф. Ну нафиг. Страшные места, блин. Проскочили и проскочили. Что сейчас не можем, осенью сделаем. И между прочим, для тайги, для таежной реки Suzuki 6 лучше, чем это 9.8. Опасный мотор, очень опасный, резвый, быстро обороты набирает, не успеваешь сбавить или наоборот перепутаешь, газанешь и можешь, лучше шестеркой по таежной реке ездить. Именно по таким местам, где опасно. Так. Туламан, бери, муна ще, бери. Сломается, нет, потом течением сломает. Если еще затор придет, он сломает и уйдет. Так думаю. Дальше пилить никак.
Не должно сломать. Не может быть. Сейчас течение будет. О, сама работу свою сделает. Больше пилить не буду. Уплывет, надеюсь. Вон. Ой, бля. И ёпс. Вот злюка. Не захотел. Осенью увидим, уплывет или нет. Главное, спилили. Это поднимались, шпилили мы. Заберем фотоловушки. И это придется спилить еще мне. Прятала за фотоловушками. Здесь бобром надо. Опять будешь лаять их. Шлетла. Пошли сходим. Там придется еще мне там спилить поперек береза. Ой. Так, ладно. Интересно, что-то там в кадр попало или нет. Забрал первую фотоловушку. Удачные кадры тут есть. Немножко. Вот на этой елке был. Везде кругом поваленные осины. Смотрите. Вообще жесть. Тут наломали дров, конечно, бобры. И вот здесь, как сказать, кто-то вроде плавает там. Посмотрел. Но я сразу выложу вам. Сейчас вторую фотоловушку возьму и обязательно сразу вам покажу. Ну вот, чтобы имели в виду, в каком месте вот такая поваленная береза, ой, осина. И здесь, короче, если подержать все летом, думаю, интересно будет. Там вроде бы свежие повалы. Или это уже было осина? Потому что... да. Так было, ну, наверное. Да. Свежих нету. Ой, кошмар. Наломали они. Смотрите, от озера ничего не осталось. Капец. Ладно, сейчас забираю второе фотоловушку. Здесь вот свежие тоже. Короче, живут, обитают. Осенью снова поставлю, поснимаю их тут.
А сейчас забираю, потому что до осени меня тут не будет. Ребят, забрал я вторую фотоловушку. Вторую фотоловушку. Я уже заикаться начал. От того, что я пугаюсь от этой картины. И вы посмотрите, что тут творилось. Первая фотоловушка у нас стояла в этом. Вот хатка. И смотрите, что произошло. Смотрите. И все это как... Что это было? Кто здесь был? Вы сейчас посмотрите. Пипец. Этот улан уже доделывает. Да, тут, короче, зверь был. Сейчас посмотрите, я все выложу. Сперва с первой фотоловушки стой, а потом уже вот этот картину. Все как, что заснял фотоловушка, все вы увидите. Пипец, надо сматываться отсюда по-быстрому. Ой-ой-ой, вот это зверюга, блин. Да, надо валить. Мы тут не одни. План. А бобры-то, оказывается, вон там заходят и не глубоко. У них где-то с полметра, наверное, идет туннель, и там уже помещение. Первый раз вот это я вижу. Вон. Вот там их хатка. Вот сейчас у меня есть представление, как они что делают. Ладно, валим отсюда.
Куда? Да. Валим отсюда, валим! Быстро! Когда я бурого вижу, мне не по себе. Я не трус, но и немножко боюсь. Пошли. Сосед наш фотоловушку забрал.